Прежде чем стать донором крови, нужно заполнить анкету и сдать анализы, измерить давление и уровень гемоглобина. После уже сама процедура сдачи крови. Правда, сначала предварительная. Ее берут из пальца. Считается, что для обеспечения медицинских нужд на каждую 1000 жителей страны необходимо 40 доноров. Однако в России этот показатель только 14 на 1000. Русхан Барханоев кровь сдает уже в 8-й раз. Надеется улучшить статистику. Абсолютно. Кровь сегодня сдают сотрудники администрации Карабулака и просто неравнодушные жители в рамках всероссийской донорской акции «Поколение добра». Она призвана улучшить статистику, напомнить каждому – делать добро легко. Магомед Пешхоев пришел сдать кровь для своего односельчанина. Процедуру проходит впервые. Несчастный случай у него, газ воспламенился при газе. Короче говоря, сбегал он. Чаще всего донорская кровь необходима при выполнении сложных операций в реанимациях и хирургических отделениях. Сдавать ее женщины могут 4 раза в год, а мужчины все 5. Поделиться частичкой жизни не страшно, даже полезно для собственного здоровья. Снижает уровень холестерина, риск развития инфаркта и инсульта. Люди нуждаются в крови. Также большая выдача идет в перинатальный центр. Также идет большая выдача в онкологический центр. Благодаря вот этим людям, которые сдают кровь, наши сотрудники перерабатывают ее в плазму и выдают плазму. Люди живут больше за счет того, что идет пополнение крови, за счет того, что идет пополнение плазмы. Для больного я имею в виду. Кровь этих добровольцев в больнице попадет не сразу. Сначала она пробудет в холодильной камере при температуре минус 35 градусов, чтобы избежать возможного заражения пациентов. Так называемый карантин продлится около полугода. Самая востребованная группа крови – первая положительная. Большая часть населения обладает именно ей. Однако донорские банки нуждаются в поступлении всех групп крови. Кто может стать донором? Человек, который достиг 18 лет, имеет прописку в нашей республике или временную регистрацию, вес больше 50 килограмм. Если у него есть какие-то хронические заболевания, это имеется в виду, такие паразитические, онкологические, вот такие вот разные заболевания, это пожизненный отказ. А если у человека, допустим, вот он заболел гриппом, ангиной, да, он принимал, ОРВИ, он принимал антибиотики, после принятия антибиотиков должен пройти ровно месяц. Акция, стартовавшая 5 февраля, продлится до 5 марта. Прийти на помощь больным и спасти чью-то жизнь может каждый неравнодушный, у кого отсутствуют противопоказания для донации крови. Тамара Хшагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.